Всем привет, уважаемые подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу сделать обзор платформе Fubis Tools. Такая новая платформа, новый сервис. А, Оно мне очень понравилось, потому что в этом сервисе собраны а, несколько инструментов. То есть не только там, я не знаю, возможности искусственного интеллекта, да, а также здесь вы найдете рабочую доску, то есть онлайн-доску, рабочий лист, там облако тегов, всякие-всякие интересные инструменты. Давайте приступим к обзору. Для того, чтобы работать в этой программе, соответственно, мы набираем в Гугле Fubis Tools. Переходим по данной ссылке. И здесь мы, получается, в данном случае я автоматически зашла в данный сервис. Вам нужно будет, конечно, зарегистрироваться. Как и на любой сервис, мы должны зарегистрироваться. Обычно мы делаем как через Google аккаунт, быстрее зарегистрируемся. И дальше нам доступны вот такие инструменты. А, Давайте экран переведем на русский язык. Вообще данный сервис, он сделан в Германии, то есть в основном он идет на немецком языке, но здесь мы выбрали английскую версию, да, там есть такая возможность. Выбрали английскую версию и экран перевели на русский язык. То есть, в принципе, можно сразу на русский язык перевести, да, соответственно, но я хотела в целом отметить то, что есть и на две версии экрана, да. То есть теперь приступаем к обзору. То есть в основном есть у нас вот такие три блока инструментов. То есть первые это инструменты с искусственным интеллектом, то есть чат с искусственным интеллектом первое, да, ну как чат GPT, да, похож. Второе AI PDF чат, то есть здесь мы загружаем файлы и инструмент, то есть искусственный интеллект нам дает как бы содержание, да, о чем в данном файле, о чем говорится в данном файле, да. Генератор изображений, но он пока что как бы не очень хорошо работает, поэтому давайте перейдем уже к следующей функции. То есть следующее у нас идет автоматически выставляет оценки данный и искусственный интеллект и предлагает отзывы для заданий учащихся. То есть здесь мы даем как бы пример ответа, да, в целом ответ какой должен быть. И когда мы вставляем ответы наших учеников на определенные задания, да, то есть искусственный интеллект оценивает по шаблону, да, и дает какие-то отзывы. Следующий транскрипция. И транскрипция здесь он видео и голосовые записи, то есть аудиофайлы, преображает в текстовые файлы. Так, и изображение AI в текст, то есть, соответственно, фото, если в фото есть какой-то текст, да, то есть файл в фотоформате с текстом, да, соответственно, он оттуда может выделить текст. И чат AI с персонажем. То есть здесь тоже мы выбираем персонаж, соответственно, и можно вставить текст, где персонаж озвучивает данный текст, да? Насколько я помню, вот такая функция. Давайте тогда идем дальше и рассмотрим следующий блок.
Здесь для учителей очень такие нужные инструменты. Вот здесь, да, вот то, что мне нравится, вот второй блок очень. А, Здесь первый рабочий лист. В рабочем листе тоже очень полезный функционал. А, Давайте я подробнее остановлюсь именно вот в рабочем листе, про онлайн-доску я тоже хочу подробнее рассказать, про пинборд тоже хочу показать примеры, да, и про опросы. Облако слов здесь, он как бы это аналог Mentimeter, да, где вот мы вводим теги, да, слова по какой-то теме, может быть, да, чтобы, допустим, по какой-то теме, чтобы как в виде подсказки или как обычно мы облако тегов используем же. Следующий веб-сайт, но название говорит само за себя, то есть создаем а, и можно поделиться временным веб-сайтом. Следующий идет текстовый редактор с искусственным интеллектом, то есть пишите и редактируйте тексты совместно с учащимися. То есть здесь можно вместе работать с учащимися, да, вместе редактировать и так далее. Дальше идет у нас видеомагнитофон, то есть видео. А, Создаем видеозаписи и можно поделиться ими, да. Обмен файлами, то есть здесь мы тоже загружаем файлы и с помощью QR, с помощью ссылки можно будет поделиться с файлами. Диктофон, соответственно, можно записать голос также внутри этой программы, а также генератор QR-кода, то есть вставляем ссылочку и здесь же внутри данной платформы делаем создаем QR-код. То есть не нужно отдельно открывать какие-то другие сервисы, да, то есть очень много инструментов в одном сервисе, да. Устройство записи экрана — это скринкасты, то есть все, что мы делаем на экране, все, что говорим, да, все это записывается. И сокращатель URL адресов, да, часто бывает, что нам а, генерируют такие длинные URL адреса, но можно их с помощью данной функции, данного инструмента сделать покороче. Давайте теперь перейдем к чату, да. Здесь вот пример, да, вот сделай таблицу про отрасли использования искусственного интеллекта. Вот я вот ранее делала такой пример, да. Давайте еще раз этот же пример сделаем. То есть он в виде таблицы мне дает вот такие вот ответы, да. Некоторые отрасли использования искусственного интеллекта, да, и примеры использования, да. Что такое нейросети, допустим, да? Нейросети. Мгм. И так далее, да, то есть очень похож на чат GPT. Можете также внутри данной платформы использовать этот же инструмент. Далее идет, в основном я хочу как бы обратить внимание именно вот на эти инструменты, да, для использования именно для учителей. Вот рабочий лист, например, да. Чтобы увидеть уже визуально как бы уже готовые шаблоны, я хочу посмотреть вот здесь вот шаблоны, галерея с бесплатным материалом, да, уже шаблонами. И здесь вот данный шаблон я хочу вам показать. Мгм.
И здесь вот используется, например, вот веб-сайт вот в таком вот виде. Да? Также рабочий лист. Вот он рабочий лист. Пример использования рабочего листа. Да, вот название говорит само за себя. Да, вот рабочий лист, он вот так вот мы его можем использовать как, например, во время онлайн обучения, да, этот рабочий лист будет как бы можно создавать уроки именно вот рабочим с инструментом рабочий лист, то есть можно сюда загрузить все свои материалы, да, допустим. Если подробнее, ну это вот пример, да, здесь не все функции отражены, поэтому давайте все-таки создадим рабочий лист и посмотрим, какие есть тут возможности, да? Например, так, это все примеры, поэтому все-таки я создам новый рабочий лист, создать. И вот здесь вот более понятно, мне кажется, будет. Вот смотрите, вот название рабочего листа, я, допустим, что такое, вот у нас был такой пример, что такое ИИ, допустим, да, искусственный интеллект. Здесь у нас два блока, то есть также, да, инструменты здесь внутри рабочего листа инструмент делится на два подблока, то есть вопросы и элементы. То есть здесь какие могут быть элементы? Это текст, это, допустим, богатый текст. То есть мы здесь можем текст, ввести какой-то текст, допустим, да, искусственный интеллект, это, и дальше дойдет, да, допустим. Далее, так, мы ввели текст, далее какой еще элемент у нас есть? Подсказка, да, намекать, подсказка, допустим. Здесь, например, может быть, был вопрос, да, допустим, как вы думаете, какой будет следующая тема или сегодняшняя тема, да, и вот здесь можно потом подсказку написать, да, я так поняла. Следующий у нас загрузка файлов, ну, это понятно, да, загружаем файл, и оно будет отражаться, например, какую-то книгу электронную или презентацию можно будет здесь сюда загрузить, и оно будет, соответственно, вот в наш файл, соответственно, оно будет отражаться у учащихся. Изображение. Изображение. Также мы можем загрузить изображение, которое мы заранее, допустим, подготовили, да. Следующий идет, что у нас? Давайте в основном такие важные. Разделитель, да, вот если у вас какие-то несколько модулей, допустим, да, можно разделить на модули, подмодули, да, с помощью там, данной полоски разделителя. Космос — это у нас тоже как разделитель, как бы пустое пространство будет между, допустим, двумя модулями, да, например. Видео — это, я думаю, понятно, то есть загрузка видео с помощью ссылки, да. Следующий идет текстовый ответ. Это у нас уже вопросы, да, допустим, текстовый ответ. Например, вводим вопрос, соответственно, и ответы могут быть в виде текстов. Да? Следующий вид вопроса — это заполнить бланк. Допустим, здесь тоже мы задаем вопросы и пишем правильные ответы. Соответственно, программа сама будет ну, как бы
проверять, правильно ли ответил, допустим, учащийся. И, например, если нужно написать эссе, да, там функция, допустим, напиши эссе, можете, если такое, например, такое задание, напиши эссе на тему, допустим, и дальше, да, идет. И здесь, соответственно, учащийся пишет, допустим, в Word. Вот такие вот элементы рабочего листа. Далее. Следующий инструмент это, здесь перевод не совсем такой верный, учебный совет, да, вот перевели. Это онлайн-доска у нас, но все функции похожи на онлайн-доску, онлайн-доску Classroom Screen. То есть здесь все инструменты Classroom Screen. То есть можно добавить вот текст, да, ссылку, изображение, файл можно загрузить, QR можно создать здесь тоже, секундомер, таймер, можно вот эти часы поставить. То есть это обычная онлайн-доска, то есть внутри Phobis есть уже готовая онлайн-доска. Далее идет, я про данный инструмент рассказала, да, то есть, про Pinboard, да. Дальше идет опрос, но опрос он похож на как обычные тестовые вопросы, да. Здесь разные разновидности также есть вопросов, то есть с вот, виды элементов, то есть одиночный выбор вопросов, несколько ответов правильных, да, может быть здесь такой вид вопроса. Здесь длинный ответ может быть в виде рейтинга, да, со звездочками и загрузка файлов. Вот такие вот виды опроса есть. Здесь, когда студенты и ученики ответят, можно будет посмотреть общую, как бы, общий анализ, да. Вот. Чем-то похож на функцию анкетирования в Google, да, анкетирование Google. Чем-то похож на тот инструмент. Так, дальше. Ну, блокослов это понятно. Тоже аналог Mentimeter. Я как бы не буду к ним как бы подробно останавливаться. Так, следующий блок это у нас работа с видео, да, создание видео. Обмен файлами это аналог Google диска, да, здесь можно загрузить какой-то файл и вот, допустим, да, выбираем файл, загружаем, да, и, соответственно, можно поделиться, да, поделиться, можно вот копировать ссылку и отправить, или через QR можно также поделиться, да. Так, далее идем назад. Сокращению URL адресов я вот как раз скопировала URL. Так, создавать. И, например, ваш URL. Да, длинный как раз. И делаем сохранить. И, соответственно, берем короткий, копируем себе короткий URL. То есть из такого длинного URL нам сделали вот такую короткую. Так, то есть это инструмент для создания короткого URL адреса. Так, это для записи скринкаста, то есть тоже все понятно. Генератор QR-кода вместо MiQR, то есть аналог MiQR.